Пыль, загазованность, шум и вибрация – все эти вредные факторы влияют на здоровье работников компании «Алроса». С ними связаны и случаи профессиональных заболеваний. Какие профессии наиболее опасны в этом плане, в сюжете Ларисы Удовенко. Профессиональные заболевания в «Алроса» имеют устоявшуюся годами специфику. Есть несколько групп риска, с которыми чаще всего связана неприятная статистика. Более 50% зафиксированных случаев профпатологии медики «Алроса» выявляют у летчиков. Болезнь называется нейросенсорная тугоухость. Здесь как бы вины работодателя как бы нет, потому что санитарно-гигиеническая характеристика здесь единственной красной строкой идет. Это несовершенство конструкции летательных аппаратов. Это их радиогарнитуры и так далее. Они действительно шумные самолеты, особенно старого поколения. Это илы, это тушки, это вертолеты. Поэтому, соответственно, они приводят к снижению слуха у пилота. На втором месте вибрационная болезнь. В группе риска машинисты бульдозеров, экскаваторов, буровых станков, водители большегрузных автомобилей и подземщики. При добыче руды, естественно, самый неблагоприятный производственный фактор – это шумовибрационный. Тоже выявляется нейросенсорная и вибрационная болезнь. Ну а на третьем месте это уже заболевание легких – это пневмокониоз и силикоз. Медики отмечают, каждый год увеличивается количество случаев профзаболеваний. Рост небольшой, но все-таки есть. Статистика по «Алроса» не выбивается из общей картины по другим горнорудным компаниям отрасли. Все чаще специалисты обращают внимание на то, что производственная среда – это только 25% влияния на здоровье. Все остальное – личное отношение к качеству жизни.